написанные места в Геморе, кедушин дав хофу гумадалев, а вальбемоком шикойсвин эс штор лойконо. Но в месте, в котором пишут штар, да, пишут документ, не приобрел. В Мишне сказано, что недвижимость приобретается передачей денег. А Гемора добавляет, что это действует только там, где не принято писать документ о продаже. А там, где это принято, там до передачи документа о продаже ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, и на него, соответственно, ответ Раши, который многое проясняет в идее киньяна. Хотя мы уже об этом говорили, мне важно каждый раз отметить, что тут тоже есть источник. Так вот, недвижимость покупается с деньгами и документом, правильно? Это Мишна. Теперь, на первый взгляд, понятная Гемора. Да, нужны и деньги, и документ. Но парадокс в том, что документ из Гемора абсолютно не то, что документ в Мишне. В Мишне такой же документ, то есть штар, что и кедушин, правильно? Покупатель пишет хозяину штар, да, что я приобретаю твое поле, и меняет его на эту вещь. Штар остается у хозяина поля, и не нужен он ему больше ни зачем. А в Геморе документы пишет хозяин, правильно, отдает его покупателю в подтверждение продажи. И как интересно, то, что отдается покупателю, может помочь в совершении сделки, то есть отдать что-то еще покупателю. Окей? Вся наша проблема, как отдать покупателю. Мы говорим, отдадим ему другую вещь, да, вместе с ней отдастся еще это. Да, чем это поможет? Это же не киньян вместе с недвижимостью, да? Все прямо наоборот. Поэтому приходит Раши и объясняет, что киньян нужен на самом деле не сам по себе. Когда мы все говорим, киньян, на самом деле сам по себе киньян не нужен. Киньян нужен как смехус дас. В других местах Раши говорит гмирус дас. Да? То есть как средство добиться четкого окончательного решения сторон совершить сделку. В этом суть киньяна, а вовсе не в магии какого-то, не знаю, передачи какого-то события и так далее. Поэтому, может быть, до написания документа покупатель, не продавец, еще не уверен, что все состоялось, и поэтому киньяна нет. Поэтому работают общепринятые киньяны, да, потому что всем известно, что после этого уже ничего не поделаешь, и поэтому же работают договорные киньяны, если мы с ним договорились, да, что киньян будет вот такой-то, и там стороны знают, что после такого действия уже не будет обратного хода. Им приходится принимать это в расчет, то есть совершать это действие только если они приняли решение. А если они потом передумали, то это уже называется «не потом передумали».